Ассаламу алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Бүгін программасына сейретесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам. Ве бізім яйынымызға шымды жемаат рбабы Эдемаға Дудаков бағланды. Оны селямлайық. Эдемаға, селям алейкум. Алейкум селям. Эдемаға, демек Қырымда бұл қанунсыз референдум күні яқынлаша. Ве малюм алғаны кебі Русияның президенті Владимир Путин бұл референдумны 1 июльге таздықлады. Сіздің сонки малюматларыңызға көре ватандашларымызға қаршы референдумға, сөзде референдумға бармақ үшін бірде-бір басқынты япыламы? Daha işitmedik ama şimdi mektepleri çünkü şimdi çok su karantini mekteplerden bir şey yok ama böyle vraçlara bu administrasyada çalışan adamlara bitti ince ayıtıldı. İşte referandum olacak varmak gerek öyle bir şey onlara bir şimdi gelecek haftadan belki şimdi spiskalar da hazırlanır ona göre. Kim kime telefon açacak ve nasıl bir doklad verecek, vardı mı varmadı mı deyip. Hocalar için de bir şey yok ama böyle hocalar da gelecek haftadan mektebe çağırırlar. Ben bilesem bu mesele için. Мына біз білеміз ке, чешы түрлі аңгибір Қырымда қанунсыз бойлы сечімлер, референдумлар олажақ олса, Қырым татарлар онда ешбір вақыт іштирак етмеді. Ве шүбесіз ке, мұнда Украинадан да бірде-бір фаалиет беклейлер. Мұна Қырымда Украина тарафдары олған ватандашларымызға ярдым етмек үшін, оларының көрешіне дайыл олмақ үшін. Киев хакимияты сіздің түшінженізге көре не yapmalı? Насыл етіп Киев Қырымда бұлынған ватанперверлерге yardım edebilir. Da bitti bir ben bilesem önceden bu prezidentin administrasyonunda meclisin bir insan olmak gerek, onlara anlatmak gerek çok şeyleri. Bu hapishanede oturan insanlara yardım etmek gerek, onların karıntalarına yardım etmek gerek ve böyle informasyon tarafından yardım etmek gerek. İnformasyon tarafından yardım dünyaya bildirmek, bundaki problemaları, bundaki sıkıntıları halkımıza karşı bunları bildirmek. Evet, yaxşı olurdu hakimiyette, andaki Kiev'teki hakimiyette bir çokça insanlarımız çalışsın da bu meseleyi anlatsın. Çünkü buraya başka kanallara baksan, ATR'den başka problemi anlayan insanlar az. Ben Kırım'da yakında bulundum. Böyle Skype vasıtasını. Ben bilesem çok şeyler anlamayırlar olur. Kırım'da olanlar bilirler ki bu işte bu Rus dünyasına işte bağlanan Rusları bir nasıl etip onları yanından terbiye verip ve Ukrayna'ya çekecekler. Bu bir vakit olmaz. Kırım'da Ukrayna taraftarı bu Kırım Tatarlar, bazı bir Ukraynalılar, bazı bir Ruslar. İşte 50% kadar bu 100% o taraf. Çok sağ olunuz Edemağam. Bizle bağlanğanız için Cemaat Erbabı Edem Dudakov bizle canlı bağdaydı. Teşekkürlerimizni bildiremiz. Men ise saygılı dostlar Rus tiline geçeyim. Гость нашей студии Геннадий Допов, эксперт с конституционного права. Витаю вас. Добрый день. Давайте нашу беседу начнем со следующего информационного сообщения. Совет Европейского Союза в четверг продлил до июня 2021 года санкции против Российской Федерации за незаконную оккупацию Крыма. Об этом в Твиттер написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот если смотреть на санкции, на пакет санкций в отношении Российской Федерации как раз за незаконную оккупацию Крыма. Как вы думаете, вот эти санкции по Крыму, они достаточны? Дело в том, что все санкции в отношении Российской Федерации они делятся на две основные группы. Первая по Крыму, вторая секторальные санкции после Боинга, после оккупации Донбасса. И они действительно сильно отличаются. Если мы говорим про Крым, мы говорим о запрете деятельности, в том числе европейских предприятий на территории полуострова, мы говорим про, прежде всего, персональные санкции.
В то же время, если мы говорим по Донбассу, там речь идет про сектора экономики, которые подпадают под ограничения, и мы их называем санкции. То есть в отношении Крыма действительно они намного мягче, чем в отношении Донбасса. При этом мы слышим разговоры в последнее время, особенно усиливаются они, о том, что все-таки Россию и Украину в том числе подвигают к тому, чтобы исполнились Минские соглашения, чтобы получить повод эти санкции снять. То есть одни сами по себе крымские санкции, они не способны нанести Российской Федерации какого-то серьезного ущерба. И я думаю, что они не особо их и боятся. Поэтому... Ну, а какие санкции, по-вашему, наиболее эффективны из тех, что введены против Российской Федерации? Их, если я не ошибаюсь, 18 пакетов, из них только 2 это по Украине, 1 по Крыму, другой по Донбассу. Дело в том, что самое болезненное для россиян, наверное, это технологические санкции, которые запрещают экспорт в Российскую Федерацию технологий. То есть в том числе по добыче газу, нефти, это наиболее больно для них, и они в том числе заморозили многие месторождения свои, не бурят там, не поставляют оттуда нефть в связи с тем, что у них отсутствуют технологии. К примеру, из последних проектов, которые были остановлены, это «Северный поток-2», пока временно, и по сути сегодня Россия не может закончить строительство своего самолета нового, потому что санкции в том числе предусматривают не поставку, запрет поставки так называемых композитных материалов. То есть своего материала у россиян нет надлежащего качества, и поэтому самолет новый среднемагистральный, они тоже уже на 2 года отложили его вот в эксплуатацию, поскольку физически не могут его закончить и пустить в серию. Вот такого рода санкции, они действительно болезненно бьют, но в то же время, если проходит время определенное, предприятия подстраиваются, они находят пути обхода санкций соответствующих, поэтому для Украины всегда важен вопрос их постоянного обновления, чтобы они не консервировались в тех формах, которые приняты сегодня, то есть чтобы раз в полгода в год механизмы пересматривались, поскольку все равно находятся пути, в том числе через третьи страны, которые позволяют избегать соответствующих ограничений. Ну вот раз уж мы заговорили о Крыме, давайте сейчас поговорим про стратегию, а потом еще перейдем на вопрос санкций и обсудим более подробно. Ну вот сегодня, как стало известно, то есть заявил постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым Антон Кореневич, вчера на онлайн-дискуссии сказал, что для Украины сегодня чрезвычайно важно разработать стратегию деоккупации Крыма и реинтеграции населения полуострова. До сегодняшнего дня это так и не было сделано, сказал Антон Кореневич. Давайте его послушаем. Для України дуже важливо говорити про деокупацію Криму та реінтеграцію населення, в якій зараз перебувають всі наші громадяни України. І ця концепція деокупації територій і реінтеграції населення наших громадян України дуже важлива. З тих пір, як почалась тимчасова окупація, йде 7-й рік, а стратегія деокупації і реінтеграції ще не розроблена. Тому, звичайно, ми вважаємо, що оскільки наша територія все ще тимчасово окупована, держава, уряд повинен мати стратегію з деокупації і реінтеграції. На самом деле прошло 6 лет, и говорить только сейчас о том, что стратегия деоккупации Крыма не была разработана, как минимум странно. Что мешало за 6 лет украинской власти такую стратегию разработать? Сложный вопрос, но на самом деле, наверное, ничего не мешало ее разработать. Мешало отсутствие понимания. Даже терминологически мы употребляем 2 разных слова – аннексия и оккупация. Они юридически на самом деле отличаются. Если мы говорим про аннексию, это именно то, что случилось с Крымом. Речь идет о том, что Российская Федерация распространила действие своих законов на соответствующую территорию. Если мы говорим про так называемое ОРДЛО, там речь об этом не идет, там речь идет о том, что разработаны якобы правовые акты, которые отличаются от законодательства Российской Федерации, и поэтому Украина может полноправно говорить о том, что поскольку вооруженные силы не суверенной Украины находятся на той территории, то она является оккупированной. Если мы говорим про Крым, это действительно аннексия. То есть вопрос концептуальный, и заключается он в следующем, что если по Донбассу, Донецку и Луганску Российская Федерация ведет переговоры, то по Крыму она в принципе этот вопрос ставить не собирается. То есть мы исходим из того, что любого взаимодействия по вопросам Крыма, по крайней мере сегодня, с властями Российской Федерации быть не может. И это, в принципе, совершенно меняет картину против, например, Донецка и Луганска. Ну, может, тогда по Крыму стоит предпринимать какие-то другие механизмы, разрабатывать?
Действительно, так оно и должно быть. Вот смотрите, если мы проанализируем, с чем выступают политсилы разные по Крыму, есть часть политсил, которые в принципе по этому поводу предпочитают не высказываться. Есть часть, например, партия «Голос», они говорят, дали программу так называемую тоже противодействию российской агрессии. И в части Крыма, там она такая достаточно смешная получилась, мы выступим с заявлением дипломатическим, вспомним Будапештский меморандум, и нам Россия Крым вернет. На самом деле план такой должен быть более технологичен. То есть, если мы сегодня говорим про стратегию возвращения населения, переходное правосудие и другие подобного рода вещи, прежде всего мы должны ответить на вопрос, каким образом Крым вернется под украинскую юрисдикцию. Ответ на этот вопрос дают лишь в общих чертах, говорят про политико-дипломатический путь, предполагая, что военного пути решения вопроса сегодня не существует. Есть вторая позиция, которая рассчитывает, по сути, на определенные внутренние противоречия в самой России, конфликты в середине этой страны и, как следствие, возвращение Крыма в Украину. То есть сегодня, если мы говорим про любые вот такого плана программные документы, нужно обратить внимание, что они ведут речь скорее про технологию того, что Украина будет с Крымом делать после того, как он вернется в ее территорию. Решение, каким образом этот акт возвращения будет оформлен, в какой момент времени это произойдет, никто сегодня не предлагает. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Юлию Тищенко, политолога, которая с нами сейчас на прямой связи. Витаю вас. Добрый день, витаю. Добрый день. Да, вот мы сейчас говорим про стратегию деоккупации Крыма. Вы наверняка слышали заявление постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Антона Кореневича, который сказал, что, к сожалению, на протяжении 6 лет это сделано не было. Что мешало, как вы думаете, и какая она должна быть стратегия по деоккупации Крыма? Ну, что мешало, как бы однозначно сложно сказать. Мешало, собственно, разное видение того, каким должен быть этот документ. Говорили о том, что это должна быть какой-то совместный документ по деоккупации Крыма и Донбасса, да, то есть говорили о том, вот как ваш визави сейчас, о том, что какие-либо переговоры невозможны, то есть дипломатический путь. Еще хочу сказать, понимаете, это же не аннексия, она не признана. То есть она, по сути, нет ни одного международного документа и ни одной как бы страны, которая бы не входила в радиус влияния Российской Федерации, которая бы признала эту аннексию. Unlegal annexation. Вот поэтому тут говорить о том, что Украина никоим образом не должна в политическом плане поднимать эти вопросы. Почему? Потому что против этого Россия, это, ну, как бы, мягко говоря, не совсем правильно. Вот и если Украина их не будет поднимать, то за нас, собственно, украинских политиков, украинских представителей власти никто это озвучивать не будет. Стратегия нужна, стратегический документ, безусловно, нужен. Какая-то часть, очевидно, должна быть открытой, то есть та, которая там, может быть направлена на меры доверия, там, общую реинтеграцию, да, помощь сегодня и мониторинговые разные процессы жителям, для жителей, которые проживают на оккупированной территории. Вот. Ну, какая-то часть закрытая, но и, безусловно, это политико-дипломатический путь. А что нам даст этот документ? Как мы его будем использовать? Видение он нам даст, да, то есть, ну, что такое стратегия, да, это документ, который указывает мне, вам, тому, кто берет ее в руки, да, то есть, чего мы хотим достичь и каким путем. Какие у нас есть приоритетные направления, да, то есть исходя из этого, куда мы будем тратить те ресурсы, которые у нас могут быть и могут появиться, ну, в этом. Ну и те вопросы, которые тут звучали, да, например, там, переходное правосудие, они-то также должны быть в этой стратегии. Это достаточно сложный разговор для украинского общества. Почему? Потому что вопрос амнистии, иллюстрации, компенсации жертвам, разные отношения вот к этому полу, как бы проблем, которые есть. И тут решения еще должны в этой связи приниматься такие, которые бы раскололи дополнительно еще и українською. Дуже дякую вам. Юлія Тищенко, політолог, була з нами на прямому зв'язку. Для Украины сегодня чрезвычайно важно
разработать стратегию деоккупации Крыма, говорил Антон Кореневич. А вы вот как считаете, если говорить о не публичной части этого документа, а вот что должно быть вот там в этом документе, что должно быть прописано? Ну, прежде всего мы говорили о том, что должна быть технология после того, как Крым вернется в состав Украины, технология реинтеграции его, потому что на самом деле вопросов уже уйма. Начиная от тех вопросов, например, осужденных людей. Да, они сегодня пребывают под следствием судом, независимо от того, там, реально совершили они преступление или нет, по законодательству Российской Федерации. Точно так же заключаются браки по законодательству Российской Федерации. Происходит купли-продажи земли, квартир, автомобилей. Абсолютно любые правоотношения сегодня, они, к сожалению, не попадают в украинскую юрисдикцию и проходят по механизмам и процедурам, которые не предусмотрены нашими законами. Таким образом, первый шаг – это вот этот правовой переход осуществить. В части, я думаю, что в такого рода документах там не будет ответа на вопрос, каким образом, как мы говорили выше, состоится сам акт перехода Крыма под украинскую юрисдикцию. Это скорее вопрос того, как после Украина будет возвращать физически, имеется в виду в правовом отношении, физически все правоотношения под действие украинских законов. Другого от такого рода документов ждать, я думаю, не стоит, потому что в принципе, ну, вы понимаете прекрасно, что какой бы мы документ ни написали, даже если он будет прекрасным, качественным и лучшим в мире, отвечать абсолютно всем канонам и вершинам юридической мысли, сам по себе документ не способен заставить Российскую Федерацию вернуть Крым. Точно так же, как что способно? Способны обстоятельства, наверное, на сегодняшний день. Потому что если мы говорим, например, обстоятельства внутри России? Или в мире в целом. Поскольку, например, в международном праве много кто в принципе ставит под сомнение, что международное право как право существует. Право в смысле общеобязательных норм, которые могут быть принудительно исполнены, если сторона, которая им подчиняется, их не исполняет добровольно. Ну, то, что этого нет, мы поняли в 2014 году. Ну, да, мы поняли, есть на самом деле куча примеров, когда сильное государство, ядерное государство, скажем так, философски относятся к исполнению международных обязательств, и принудить их абсолютно никак нельзя. То есть Украина, например, сегодня она подала иск в Международный суд ООН. Ну, звучит громко, и дай бог мы выиграем. Сегодня ООН суд признал юрисдикцию, и, соответственно, примерно через 2-3 года мы ожидаем решения. Решение, я думаю, с огромной вероятностью будет в пользу Украины. Ну, а что это дает, если Российская Федерация с нигилизмом относится ко всем решениям? Вот, я хотел на этом остановиться. Да? Я хотел остановиться на этом. Она до сих пор не выполнила решение Международного суда о том, чтобы отменить решение там, российской власти о признании Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией. Не выполняет же. И сегодня, вот если взять, прочитать устав Международного суда ООН, и там есть пункты, в которых идет речь о добровольном неисполнении решения стороной, против которого оно вынесено. В этом случае Международный суд ООН обращается в Совет Безопасности ООН, и Совет Безопасности ООН на свое усмотрение может принять меры. Но мы знаем, что Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности ООН и имеет право вето, и, соответственно, на какие-то действенные решения мы рассчитывать не можем. Это будет очередная символичная победа, но следует сказать, что это необходимая работа, поскольку если обстоятельства изменятся или внутри Российской Федерации, или в целом в мире, ну, к примеру, является ли ООН вечным органом, или Совет Безопасности вечным органом, или является ли сама Российская Федерация вечным членом этого органа Совета Безопасности, мы этого не можем утверждать. Да? Поэтому... Многие говорят, что пришло время уже реформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, так как эта площадка уже стала просто вот площадкой для каких-то декларативных заявлений. Безусловно. Ну, вся международная политика, она, к сожалению, должна быть подкреплена не правом, не нормами международного права, а силой. И по-другому это никогда не работало, к сожалению, на протяжении абсолютно всей истории. Если внутри страны, к примеру, мы видим, как, к примеру, украинская спецслужба, служба безопасности Украины эффективно работает, и в том числе противодействует проявлениям разных, там, начиная от фейков про коронавирус, которые запускаются, как говорят, тоже с сопредельного государства, заканчивая реальными террористическими организациями, то на международной арене в таких больших вопросах, к сожалению, государство Украина не имеет достаточных рычагов влияния. Поэтому мы должны готовиться к тому, что обстоятельства рано или поздно изменятся, и
под весом всего того, что было наработано, в том числе и решений международных учреждений и судов, мы сможем такое решение и такой акт провести. Мгм. Украина способна сделать вклад в укрепление стабильности и безопасности на европейском континенте, участвовать в миссиях военных и по безопасности, проектах ЕС, инициативах, направленных на борьбу с информационными гибридными угрозами, дезинформацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении во время видеоконференции лидеров Восточного партнерства. Давайте его послушаем. На мою думку, Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на європейському континенті. Знаю, вважається, що східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові гарячі точки. Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні, брати участь у місіях, військових та безпекових проєктах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо. Что вы поняли из заявления Зеленского? Ну, это дежурное заявление, которое направлено, он же гарант Конституции Украины. И в нашей Конституции написано наше стремление в Европейский Союз и Североатлантический альянс, в котором мы усматриваем некоторую палочку-выручалочку, которая поможет решить нам наши проблемы. Только проблема основная в том заключается, что принятие в члены НАТО невозможно без решения наших текущих проблем, включая Крым. Потому что государства по уставу НАТО, государства, которые имеют территориальные споры с другими государствами, они в членство принять их невозможно. Но сегодня, понимаете, я думаю, что президент Зеленский все-таки оправдал определенные надежды, или не оправдал даже, надежды некоторой части нашего общества, которая говорила, что Украина утратит международную поддержку после его победы на выборах. Все-таки мы видим, несмотря на то, что мир стремительно меняется, мы видели заявление Макрона, в том числе, который комплементарно очень отзывался о Российской Федерации. Сегодня мы видим продолжение санкционного давления, мы видим риторику, которая абсолютно на стороне Украины, и в этом смысле мы не несем очевидных поражений дипломатических по сравнению с предыдущими периодами. Ну, тем не прорывы менее, Российскую Федерацию возвращают полномочия Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Это не дипломатическая какая-то, Вы знаете, дипломатический проигрыш? В этом смысле я считаю, что нет. Я считаю, что этому членству и этому возвращению придается не тот смысл, который он несет на самом деле. Вот если предположить, что Российскую Федерацию исключат в принципе из Совета Европы, а парламентская ассамблея является ее как бы подразделением, площадкой, где происходят дискуссии, то для россиян это будет означать выход их страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, который тоже принимает очень часто решения, которые идут вразрез с решениями национальных судов. То есть, если это случится, предположим, выиграет ли Украина? Выиграет ли Украина и Европа в целом, утратив влияние на систему российского правосудия? Я думаю, что вряд ли. Поэтому там, кроме прав, права в парламентской ассамблее, это просто всего-навсего высказаться. Ни больше, ни меньше. Там есть еще и обязанности, в том числе признавать юрисдикцию институтов, которые действуют в рамках Совета Европы. То есть, грубо говоря, например, если крымчане утратят возможность обращаться в ЕСПЧ после того, как они пройдут национальные суды в рамках российской системы правосудия, будет ли это хорошо для крымчан и будет ли это способствовать тому, чтобы Российская Федерация подвигалась, скажем так, в сторону соблюдения стандартов прав человека и международных законов? Но так или иначе, полномочия Российской Федерации были приостановлены в парламентской ассамблее как раз-таки за ее оккупацию Крыма. И не кажется, Мне кажется, ли вам... что это было позже намного. Нет, это как раз-таки ее исключили, лишили полномочий из-за оккупации Крыма. Я все-таки, мне кажется, что это был 17-й год, если мне память не Нет, изменяет. это был не 17-й год. В Российская 17-й год Федерация- еще Турбьерн Ягланд неоднократно говорил, что Российскую Федерацию нужно возвращать, что там она вносит свои членские взносы в парламентскую ассамблею. Как это так? В 17-м году еще украинская делегация в парламентской ассамблее Совета Европы боролась Ну, за это смотрите, всё. снова-таки, у нас борется в нас два смысла. Первый символический, что россиян откуда-то исключили, но мы должны понимать последствия этого.
То есть является ли это действительно ударом по их государственности. Если они будут абсолютно такой автаркией, которая не будет торговать с миром, которая будет отключена от СВИФТа, ну и многие другие санкции действительно больно, такие серьезные, да, будет ли это способствовать тому, чтобы она... То есть, ну, грубо говоря, часть сил в России, они на самом деле этого и ждут. Они говорят о том, что нам нужно, в принципе, реинтегрироваться из всех международно-правовых институтов. Мы понимаем, что они неэффективны, но они все равно существуют на сегодняшний день. Если Россия будет жить в режиме Северной Кореи, будет ли это позитивом? Сегодня она связана в том числе возможными экономическими проблемами от усиления санкций. Мгм. И не в последнюю очередь, возможно, сдержаннее себя ведет, в том числе на востоке Украины. Поэтому вопрос спорный, на мой взгляд. И в этом случае нам нужно смотреть более комплексно и конкретно в том, что россияне будут иметь слово в парламентской ассамблее Совета Европы. В этом нет, я считаю, никаких негативных последствий в отношении Украины. Давайте к следующей теме. Россия в оккупированном Крыму осуществляет военные преступления, нарушает международное гуманитарное право и права человека, в частности, из-за незаконного призыва в армию. Об этом во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве сообщил постоянный представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве посол Юрий Клименко. Давайте его послушаем. Політично мотивоване судове переслідування на основі сфабрикованих звинувачень стало звичайною практикою для російської окупаційної влади. Росія порушує міжнародне гуманітарне право, зокрема через незаконний призов до Збройних сил. Призов вже зачепив 21 тисячу людей. Внаслідок активної мілітаризації Криму місцеве населення замінюється громадянами Російської Федерації, в основному військовослужбовцями російської армії і сил безпеки. Леся Василенко, народна депутатка України, фракція «Голос» з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас. Витаю. Витаю, да. Как вы считаете, каким образом Киев может поддерживать своих граждан на территории временно оккупированного Крыма и защищать их права? Ну, насправді треба всім дуже чітко розуміти і пам'ятати в Україні в першу чергу, що Крим – це Україна. І що це є незаконно анексована територія, яку Росія, країна-агресорка, окупувала. І наразі, поки Росія цю територію тримає під своїм контролем, Росія є саме тією країною, яка несе повну відповідальність за все, що відбувається в Криму, в тому числі і за населення, яке там проживає. Це згідно міжнародного гуманітарного права, яке я, як чула, ви цитували щойно. Угу. Ну, у фракции «Голос», если я не ошибаюсь, есть своя стратегия по деоккупации Крыма. Что она из себя представляет? Как вы себе видите этот документ? Да. Фактично ми говоримо про те, що має вестися дуже сильний, потужний міжнародний діалог, який направлений на те, аби змусити Росію покинути Крим. Це, можливо, звучить дещо амбітно, але це абсолютно можливо, якщо вибудувати належний переговорний процес з країнами-партнерами, які мають вплив. Україна сама не справиться, це однозначно. Тут потрібно підключати потужні держави, які нам надають свою допомогу на сьогоднішній день і продовжуватимуть її надавати аж допоки Росія не звільнить всі території України, включно з Кримом. І найкраще це поки що показали себе інструмент санкцій в цьому процесі звільнення українських територій. Тому українській дипломатії, дипломатичному потрібно працювати якомога більше, активніше і поглибленіше з Німеччиною, Францією, Сполученими Штатами, Великобританією, для того, щоб санкційні режими проти Росії не відмінялися, а лише посилювалися. Це єдиний спосіб, який ми можемо забезпечити повне і безповоротне звільнення українських територій від російського окупанта і, відповідно, повернення не лише наших територій, але й наших людей. Що Україна може в цьому процесі робити з внутрішньою політикою,
це дійсно забезпечити і прописати таку гуманітарну політику, яка дасть чіткий сигнал нашим людям, які проживають зараз на окупованих територіях, про те, що ми про них не забули, ми пам'ятаємо, робимо все для того, щоб території повернути, і що Україна їх чекає. Дуже дякую вам. Спасибі. Леся Василенко, народний депутат України, фракція «Голос» була з нами на прямому зв'язку. Но вот первый заместитель министра иностранных дел Эмine Джапарова провела встречу с послом Турции в Украине Ягмуром Гюльдерен, во время которой они обсудили освобождение украинских граждан из тюрем на временно оккупированных территориях. Давайте послушаем ее цитату. Для нас надзвичайно важлива послідовна позиція Туреччини щодо стратегічного характеру взаємин, а також чітка позиція щодо територіальної цілісності, яку Туреччина демонструє в рамках міжнародних організацій. Крім того, для вищого політичного керівництва України одним із пріоритетів є звільнення громадян України з в'язниць на окупованих територіях. Ми також розраховуємо на цей вимір співпраці. Ну, вот так сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмine Джапар. Вот как вы вообще оцениваете роль Турции в нашей борьбе за восстановление своей территориальной целостности? Вы знаете, я думаю, что и Турция – это один из немногих, если не единственный игрок на международной арене, с которыми россияне ведут разговор, который хоть и косвенно, но касается Крыма. Мы помним, что именно президент Турции господин Эрдоган содействовал освобождению Чийгоза и Умерова. людей, которые были осуждены на территории Крыма по законам России. Ни с кем иным, кроме как с турками, россияне по Крыму в принципе не разговаривают. Поэтому пользоваться этой дипломатической возможностью, безусловно, обязанность нашего Министерства иностранных дел. Угу. Ну, смогут ли в очередной раз турецкие дипломаты, вообще в целом Турция, да, и Реджеп Тайип Эрдоган посодействовать освобождению других политических заключенных? Вот помните, была встреча в нормандском формате 4 лидеров, да, где по результатам этой встречи, если посмотреть на коммюнике, то обмен пленными должен был состояться всех на всех. Но так ничего и не произошло. И Зеленский говорил о существовании нескольких треков. Отдельный трек по освобождению политических заключенных из временно оккупированного Крыма, тех, которые содержат на территории Российской Федерации. Но так и ничего не произошло. Может, все-таки в этом вопросе активную какую-то роль проявит снова Эрдоган? Безусловно, это возможно, потому что у России и Турции, кроме Сирии, есть на сегодняшний день еще соприкосновение интересов в Ливии, к примеру. И в этом смысле для того, чтобы добиться каких-то уступок в африканских войнах этих и ближневосточных войнах, президент Путин, возможно, и пойдет на то, чтобы сделать реверанс в сторону Эрдогана, и таким образом мы можем получить наших людей освобожденными на подконтрольной территории Украины. Поэтому это вопрос торгов, вопрос взаимоотношений Турции и Российской Федерации. У них действительно много конфликтов, много противоречий, но последние годы они демонстрируют все-таки конструктив, и Украина обязана это использовать. Почему бы Турция не присоединиться к западным санкциям против России? Потому что они имеют иные свои интересы. Они имеют интересы в Сирийской Арабской Республике, они имеют интересы в Ливии, и они имеют интересы, например, Российская Федерация строит атомную электростанцию Акую, построен уже турецкий поток, Турция хочет становиться газовым хабом. То есть Турция действует сильно в своих интересах, она взаимодействует с Россией. Очень часто это бывает в том числе и в конфликтных формах, но в целом уровень взаимодействия высок, и в этом смысле господин Эрдоган получает возможность в том числе и подыгрывать Украине, действовать в ее интересах, хоть в вопросах небольших, но на самом деле каждая человеческая жизнь – это наивысшая ценность, в том числе по украинской конституции, и мы обязаны этот шанс использовать и в том числе обращаться к Турецкой Республике для того, чтобы она помогала и содействовала нам в этом. Ну, мы обещали нашим зрителям не вернуться к вопросу санкций. И вот вы отметили выше, что именно сегодня из-за отсутствия прогресса в реализации Минских соглашений главы государств и правительства стран Европейского Союза согласились на продление секторальных санкций, введенных в отношении России из-за ее нарушения территориальной целостности Украины. Об этом решении по итогам видеоконференции лидеров ЕС в пятницу 19 июня сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Сказала она следующее, цитирую: «Во время Европейского совета мы решили, что санкции вновь будут продлены на 6 месяцев».
А как вот относительно эффективности этих секторальных санкций? Как мы можем их оценивать? Очень сложно их оценить. Мы говорили выше о том, что со временем, если не менять механизмы, их обходят в том числе через третьи страны. И так происходит со многими секторальными санкциями. То есть мы, например, не видим серьезных ударов там, по нефтегазовой промышленности, кроме как в ограничениях технологий. Сегодня больше коронавирус подкосил российский бюджет, хотя считать, что будут большие проблемы там мы пока не можем. Почему? Потому что цена подросла, у них правило отсечения на уровне примерно $41 США, то есть при цене $41 Россия, в принципе, бюджет сверстать может. В этом смысле мы должны настаивать на том, чтобы эти механизмы изменялись. Они не должны быть как бы закостенелыми в этом смысле. И, к примеру, финансовые санкции, то есть, к примеру, российские компании сегодня не могут получить кредитование под ставки европейские, чем они пользовались десятилетиями практически. Сегодня этот рынок финансовый для них серьезно ограничен. Поэтому говорить о том, что Россия серьезно, понимаете, у них профицитный бюджет. Вот как ни крути, мы говорим, что им тяжело, мы говорим, что санкции влияют, но если сравнивать с нами, то ситуация с финансами там сегодня получше. И это сигнал для нас, в том числе для работы нашего правительства, парламента. К сожалению, коронавирус привел к тому, что мы получим минус 5-8% падения ВВП только по результатам пандемии. Поэтому это вопрос скорее внутреннего развития. Вот, ждать, что буквально завтра там, будут большие финансовые, экономические проблемы, мы не можем. Это скорее будут проблемы социального плана. Мы слышали, и в том числе незаконно на территории Крыма собираются проводить референдум по внесению изменений в Конституцию. По факту это принятие новой Конституции, кроме защищенных разделов. И, грубо говоря, такие действия концептуальные, они тоже происходят не от хорошей жизни. Нестабильна политическая система, не готова она к переходу к преемнику господина Путина, который уже 20 лет фактически находится при власти. Вот, возможно, в момент, когда будет смена элит, это будет способствовать тому, чтобы в том числе и мы поборолись за Крым, за нашу территорию. Но вам не кажется, что вот ждать, пока в России будут какие-то перемены, что там изменится путинский режим, да, а потом какое-то количество времени, наверное, будет еще депутинизация какая-то. Мне кажется, что это такая позиция терпила, сидеть и ждать, Ну, пока там смотрите, что-то изменится. ну, можно назвать это так, а можно посмотреть с другой стороны. То есть, если мы говорим о возможных путях освобождения Крыма, это военный путь сегодня. Мы не можем говорить о том, что этот путь является, скажем, перспективным. Ну, смотрите, может, стоит собрать группу стран, да, ближайших партнеров Украины, стран-подписантов, опять же, этого Будапештского меморандума, которые нам гарантировали нашу территориальную целостность, и сесть за один какой-то стол и начать обсуждать вопрос разработки новых каких-то механизмов давления на Российскую Федерацию и тем самым вынудить ее все же сесть за стол переговоров по Крыму. Вы знаете, в дипломатии есть такое правило. Задавать вопрос только тогда, когда ты уверен, что на него будет положительный ответ. Украина сегодня не уверена в этом положительном ответе. В том числе, потому что Будапештский меморандум, и Штаты высказались, и Великая Британия высказалась в отношении того, что речь в Будапештском меморандуме шла про нападение с применением ядерного оружия. Слава богу, у нас в наших конфликтах такого не случилось, я надеюсь, не случится. Поэтому собрать всех вместе можно будет в тот момент, когда мы будем уверены, что будет иметь место консолидированное решение. Ну вот имени Джапар заявила следующее. Киев разрабатывает концепцию перезапуска международной платформы по деоккупации Крыма, на которой, среди прочего, могут обсуждать и санкции. Об этом она во время сегодняшней онлайн-дискуссии заявила. Давайте ее послушаем.
Однією з ідей, яку ми зараз розробляємо в рамках концепцій, в рамках МЗС з нашою командою, є перезапуск міжнародного формату, міжнародної платформи, з якою у нас буде координаційне завдання. Йдеться про відновлення цієї форми діалогу, яку ми присвятили Криму. Ця платформа буде багатонаціональною платформою, яка буде зосереджена на тому, що ми дійсно бачимо сьогодні на кримському треку. І я вважаю, що санкційна політика також буде одним з ключових моментів на цій платформі. Мова також піде про мілітаризацію, оборону і безпеку, а також про гуманітарний блок, порушення прав людини, культурну спадщину, про все, що у нас є на місцях, як наслідки кримської окупації. Експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот как вы думаете, какая она может быть, международная платформа по деоккупации Крима? Ну, я не буду вигадувати різні формати, яка вона може бути, але сама ідея того, що створюється міжнародна платформа, яка буде насамперед займатися саме кримськими питаннями, це вже певний позитивний сигнал. Хто там має бути? Ну, на мою думку, обов'язково треба туди залучати держави Чорноморського басейну, тому що окупація Крима – це в тому числі судноплавство, торгівля. Треба залучати туди наших партнерів з Європи, звісно, Сполучені Штати Америки, а також було б непогано спробувати притягнути держави, які мають великий вантажопотік з портами Чорного моря. А це та ж сама Індія, той же саме Китай тощо. Чому так? Тому що, на превеликий жаль, цінності в світовій політиці вже не так працюють, як нам би хотілося. А ось інтерес держав фінансовий, економічний, він працює і він є рушієм політики. Тому треба просто, на мою думку, проводити в тому числі і паралелі між тим, що окупація Крима – це означає втрати для інших держав, втрати в тому числі економічні. Ну вот, если мы говорим об группе стран, которая вот соберется, наши партнеры, вот о чем они будут говорить? Они будут разрабатывать механизмы давления на Российскую Федерацию, или же все-таки можно будет туда привлечь РФ каким-то образом и разрабатывать дорожную карту по Крыму? Ну, першим кроком це має бути визначення саме в Києві, кого ми там хочемо бачити, раз. Друге, це консультація з тими державами, тому що не можна просто так сказати, давайте ми створюємо платформу і всі тут запишуться. Ні. З кожної держави треба проводити консультації, треба кожен тлумачити, навіщо ми створюємо цю платформу, яка вигода цієї держави, які ризики для цієї держави. І відповідно, перший етап – це консультація, другий етап – зібралися, обговорили сам формат роботи, на що звертаємо увагу. Якщо чи притягувати Росію, я не виключаю, що по певних питаннях ті ж самі права людини, культурна спадщина притягувати, щоб принаймні донести свою думку. Ну вот, если мы говорим об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации, мы на самом деле уже очень долго об этом говорим, и что только не звучало, и говорили об отмене, об отключении ее от международной системы SWIFT, и о полном эмбарго нефти, газа и так далее. Ну вот как вы думаете, готов ли пойти на это Запад, и как мы должны с ними разговаривать, какие аргументы должна приводить Украина, чтобы все-таки поспособствовать ужесточению санкций? Ну, по-перше, санкції є дуже різні. Якщо ми говоримо про європейські санкції, там є окремий пакет по Криму, окремий пакет по Донбасу. Якщо ми беремо, припустимо, американські санкції, там є два напрями. Це санкції Держдепартаменту і казначейства, про які ми всі знаємо і які ми обговорюємо. А друге – це так званий перелік або список експортного контролю Міністерства торгівлі Сполучених Штатів Америки. Це пакети, про які ми не знаємо. І логіка накладання санкцій, вона дуже різна. Припустимо, для російської економіки дуже болячими є саме американські санкції, тому що американці, вони просто використовують певні, ну скажімо, випадки у політики, певні кейси задля того, щоб захищати перш-наперш власний інтерес. Тому що в Сполучених Штатах Америки станом на сьогодні є 16, якщо не помиляюся, вже 17 пакетів санкцій проти Російської Федерації, і лише 2 стосуються України. Тому наш діалог має бути наступним. Це перше, ми маємо розуміти логіку роботи санкційних пакетів, раз. Друга частина,
Ми маємо розуміти, які санкції є просто політична демонстрація. Це персональні санкції, заборона на в'їзд тощо. Які санкції є обмеженням торгівлі станом на сьогодні, такі, до речі, дуже мало. І третє, які санкції залишаються Росією без майбутнього. Це технологічна санкція, санкція на заборону передачі технологій. Другий етап – це визначення, де в цих санкціях місце України, тому що для нас ключовими є санкції. Ті, які ослаблюють позицію Росії сьогодні чи завтра, а в ідеалі ті, які послаблюють Росію, то там можуть підсилити нас. Про що я говорю? Ми нещодавно закінчили, вже опублікували доповідь по санкціях, і дуже цікаво, що якщо брати товарні групи, які обмежені для передачі в Російську Федерацію, маю на увазі технологічну продукцію, і брати перспективи зростання, технологічного зростання російської економіки, порівняти з можливими технологіями, які може отримати Україна на базі власного технологічного потенціалу, то топ-30 позицій у нас і Росії збігаються. Це означає, що можна, звісно, говорити, докладайте санкції проти Росії, а можна говорити, хлопці, чудово, давайте ви працюєте санкційно проти Росії, а ми відкриваємо вам свій ринок, щоб ви до нас приходили зі своїми інвестиціями, робили ті ж самі товари і отримували прибуток. Дуже дякую вам, Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Ну а Россия тем временем должна выполнять свои обязательства по борьбе с распространением COVID-19 на оккупированных территориях Украины, а не использовать пандемию для снятия санкций. Санкции не мешают принимать необходимые для этого меры. Об этом во время 43-й сессии Совбеза ООН по правам человека в Женеве сообщил постоянный представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве посол Юрий Клименко. Давайте его послушаем. Росія розглядає пандемічну кризу як можливість спробувати прибрати питання про свою агресію проти України з міжнародного порядку денного. Чим узаконити подібне і в кінцевому підсумку зняти санкції? У зв'язку з цим я хотів би підкреслити, що жоден пакет санкцій, накладений на Росію, не заважає їй належним чином захищати здоров'я людей і робити внесок у глобальну боротьбу з коронавірусом. Ну, понятно, что Российская Федерация даже COVID-19 пытается использовать и тем самым снять с себя какие-то санкции. Удастся ли ей это сделать? Думаю, что нет. Я думаю, что действительно преодоление этой болезни, например, нефтегазовое оборудование и финансовые ресурсы не имеют никакого отношения, и поэтому Запад никогда в гуманитарную сферу не ограничивал. То есть если речь идет о лекарствах и о такого плана вещах, Российская Федерация не имеет предъявить ни одного аргумента для того, чтобы сказать о том, что это ограничение нужно снять именно в связи с пандемией. То, что коронакризис причинил ущерб серьезной экономике, в том числе падение цен на углеводороды, здесь санкции также не помогут Российской Федерации в этом смысле. И я согласен с господином Игорем, который сказал правильную вещь в том смысле, что европейцы, действительно, их нужно стимулировать прежде всего для того, чтобы они размещали производство технологичных товаров именно на территории Украины. Если мы сегодня пойдем в большой супермаркет электроники, то, к сожалению, наверное, половина из представленной техники, она сделана сегодня в Российской Федерации. И в том числе и украинцы вынуждены фактически покупать ее, потому что рынки так поделены, что производство европейцы размещали, в том числе и японцы, на території Росії. Просто потому, що у них більше ринок. Дуже дякую вам. Спасибі. Геннадій Дубов, експерт з конституційного права, був гостем нашей студии. Ну, а я вынуждена с вами, к сожалению, прощаться. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на страницу Facebook, Instagram, Twitter телеканала АТР. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну а после «Замана» эфир телеканала АТР продолжит Prime. Айдар Муждабаев. Смотрите, не переключайтесь. Куршкенчи.